Алсу, тизден скоро Рамазан ой. Месяц Рамадан. Да. Я сейчас буду на двух языках говорить. Да. Потому что когда у меня это бывает... Можно сразу вопрос, а как правильно, Рамазан или Рамадан? Если вы хотите стикеры использовать в Инстаграме, то пишите Рамадан. Там будут такие красивые стикеры. Там Happy Рамадан. Правильно на каком языке? Блин, татарча. Татарча Рамазан. Рамазан? Рамазан, а я? Там, короче, странная буква, которая из арабского пришла, и никто не знает, как ее правильно говорить. Рамазан. Татарча. Вот, я к чему? Я начала рассказывать тебе, что вот когда я на такие темы разговариваю, у меня автоматически переключается, на татарский. Татарча, да. То есть, потому что чаще всего на каком языке ты говорил про эту тему, но появляется. У нас сегодня подкаст для наших друзей не только татароговорящих, поэтому на английском. Поехали. In English. Okay, I have a 7 question about. А кто это будет монтировать? Потом подложите мне вот этот, когда звук старого модема, который подгружается. Вот это, да? Вот. У меня 7 вопросов будут тебе. Окей. Они мега тупые, мега глупые. Они не мои. Они взяты с сайта Медуза. Вот. Так что ты готовься отвечать серьезно. Тема серьезная. И сразу начинаю. Или ты хочешь сказать про... Нет, давай мы вообще скажем, почему мы вдруг взяли эту тему и вообще что... Во-первых, через 2 недели Рамадан. Когда мы это смонтируем, Рамадан уже начнется. В этом году я буду держать пост то ли в 10-й, то ли в 11-й раз. Вот так, чтобы целиком, чтобы все там 28-29 дней. До этого я там держала 3-4 дня, типа того. А вот... Ты планируешь? В 10-м году, да. А в 10-м году я вот начала держать пост целиком. И 10-й год это был самый засушливый год, если ты помнишь. Было очень Я как раз хотела спросить. То есть ты выбрал самую такую жесть для начала? Получилось, да. Понятно. Вот. И я готова отвечать на твои вопросы. Как человек, у которого есть более-менее какой-то опыт в этой истории. Хорошо. Вот. Здесь первый вопрос такой. Он мега крутой. Рамадан – это когда режут баранов? Рамадан – это перед тем, как режут баранов. То есть все это феерия и закончится. Да, и потом та-дам! Массовое убийство баранов. Классно. Баранов режут на Курбан-байрам. Курбан – это жертва, то есть бараны приносят в жертву. Там не только бараны, там можно резать, в принципе, всех, кроме людей. Хорошо, что ты уточнила. Курбан-байрам – это через 70 дней после того, как закончился ураза. А ураза, она выпадает на месяц Рамадан. Рамадан – это священный месяц, 9-й месяц лунного календаря исламского. И в этот день все мусульмане, которые вдруг решили это делать, держат пост. В эти дни. Да, это либо 28, либо 29 дней, поскольку лунный календарь. Почему именно Рамадан? Потому что в этот месяц Аллах начал спускать строки Корана на землю. То есть Мухаммад Пайгамбар начал получать вот это вот божественное откровение. Хорошо. Ладно. То есть в Рамадан никого не режет. Баранов тоже. А на уразу почему режут, вы знаете? На уразу не режут, на Курбан-байрам режут. Ой, да, извиняюсь, на Курбан. Это же библейская история, прям когда ангел Гавриил, нет, как его? Короче, ты в теме. Сразу видно. Верующий человек. Я просто один раз пришел. Православный человек в 4-м поколении. Спас на крови, увидел эту сцену, где ангел, забыл им, Джибрииль, а он как по-русски? Гавриил. Да, он спустился к Аврааму, Ибрагиму, и говорит: Да, если ты их веришь, то принеси в жертву своего сына. Да, потом подсунул барашки. И эта сцена вот такая вот ты думаешь, что это только в церкви было. И просто, христиане же говорят, это дикость резать барана, а это библейская история. Мне кажется, они говорят, дикость резать барана посредине города. Понятно. На самом деле, нам в гимназии приходил тоже мулла, хазрет, и вот эту историю тоже рассказывал. Серьезно? Да, столовый даже ела свинья, А потом всем бараны раздают. Я не помню, если честно, наверное, там было какое-то пюре уж с подливой. Барана. А так мне просто действительно мы сидели где-то час-полтора, слушали вот эту историю, споровое видео. Слушай, а может и не прикольно, я не знаю, как к этому относиться. Это был какой год, представляешь?
73-й? Ну вот, когда я училась, это было давно. Сразу после войны. Сталин Мы так радовались этой пюрешке. Сталин элегне ульели. Шунхатерлип. Короче, для меня это действительно местами, для меня это было нормально, нормой, потому что мне никто не спрашивал, вот тебе поставили, вот тебе хазрят, вот еда. Вот, а возможно, какие-то родители возмущались, и им не могло не нравиться это. Ладно, Бранчес робот. Так, Рамадан это для всех мусульман. Ну, Рамадан приходит для всех мусульман, а пост, который держит в месяц Рамадан, ну, как бы, типа для всех, но это абсолютно добровольная история, и от поста освобождаются некоторые категории людей. А феминистки сейчас будут рады, беременные женщины. Почему феминистки? Вообще, по-моему, не хотят, чтобы были дети. Нет, ну, типа, что женщинам тут такие послабления. Беременные женщины, женщины во время месячных и те, кто какие-то хронические заболевания, либо нужно человеку принимать таблетки, ну, жизненно необходимо принимать таблетки, тогда они освобождаются от поста, и они тогда могут, как бы, ну, типа, откупиться. Каждый день кормить бедняка. Типа, ты его накормил, ну, либо человека, который держит пост. И таким образом откупился. Вообще, каждый год перед началом Рамадана Духовное управление мусульман публикует, сколько типа стоит там обед и что-то, ну, сколько нужно заплатить, если ты не держишь пост. Допустим, это там 28 дней, там они как-то это с серебром, золотом что-то считают или с ячменем. И говорят, что вот такая сумма стоит вот, ну, заплатить, если ты не держишь пост. Ну смотри, тогда ты как женщина, да, не беременная женщина, это надо уточнить, да. Ты сказала, что женщины при месячных, они не держат, но ты говоришь, что 28 дней, 29 дней я планирую держать. То есть ты эти дни пропустишь? Пропущу и потом возмещу. И возьмите. То есть так работает тоже, так можно? Да, если ты пропустил по какой-то уважительной причине, ну смотри, если ты куда-то уезжаешь и тебе трудно держать пост в дороге. Да, в пути же нельзя тоже, да, по-моему? Ну нет, да. Если тебе не трудно, то можно, ну как бы мне не трудно, я держу, если я куда-то уезжаю. А если кому-то трудно, то он может потом типа вернуться и потом дома, после того, как пройдет Рамадан, это еще возместить. Вообще можно возмещать любое время. Можно, вот сейчас же летом длинные дни, можно потом эти дни возместить зимой, когда день короткий и не так сильно хочется пить. Классно. Да вообще все легко. Это очень удобно, да. Ну, это очень классно, мне нравится. Так, как провести весь день без еды и питья, и как это влияет на здоровье? Это самый распространенный вопрос, на самом деле. Типа, а как, не есть? Ну, не есть еще я понимаю. Не есть я вообще понимаю. А вот как не пить, для меня это вообще... Нормально, ты же себе даешь установку, что я 28 дней вот буду жить в таком режиме. А у меня где-то на 3-й день организм адаптируется. Я за первые 3 дня набираю килограмма 2-3, потому что у меня организм такой... Меня не будут кормить, что? Срочно набираем килограммы. Да, и вот, и освобождается столько времени. Мы, оказывается, столько времени тратим на готовку, на еду, просто куча. И у тебя... А чем заполнять? Что? Монтировать ролики. Все, мы знаем, кто будет монтировать ролики. Вот, когда, ну, вот первые дни, когда организм адаптируется без воды, на самом деле сложновато, потому что начинает болеть голова, когда недостаточно жидкости. Но потом организм, ну, у меня, по крайней мере, не знаю, как у других, я вот про себя могу говорить, мне вот, ну, не страшно входить в это состояние. Ну, потому что какой-то вот, говорят, что во время Рамадана, это такой благостный месяц, священный месяц, и шайтаны, они, короче, не влияют на людей так, как они не влияют во все другое время. И поэтому легче. Они закованы в кандалы, да. Это такой... Без еды. Ну, это еще потому, что ты голодный. Это как во времена Ренессанса девушки же падали в обморок. Это такая... На самом деле не ешь же только светлое время суток, а после заката давай! И до самого рассвета. Вот, кстати, у меня у знакомой муж француз, но он из Алжира, да, и поэтому он мусульманин. И она все время удивляется, она здоровое питание, там следит за всем этим. А муж как бы говорит, пост – это самое лучшее время для здоровья. А когда только солнце садится, он начинает кола, там, картошка фри и бургеры.
И все, и она говорит, как? Вот я, говорит, ем 5 раз в день, я стараюсь следить, а он целый день не ест, а потом обжирается вот этим, и еще мне, говорит, в пример ставит себя. Организм охреневает от этого, и я сбилась в смысле. Ну что, организм охреневает? Да, организм охреневает. Вот, я вспомнила. Вот последние несколько лет как раз ураза выпадала на самые короткие летние дни, это июнь. На самые короткие летние ночи, когда у тебя буквально 2-3 часа, а тебе нужно выпить 2 литра воды. Да. Ну, для меня как бы в приоритете вода, потому что без воды, ну, вообще стрёмно. У тебя ничего не работает без воды. Нужно выпить 2 литра воды. А когда ты выпиваешь 2 литра воды, у тебя больше ничего не залезает в тебя. И ты вот эти вот часы, ты за них так борешься, и их прям вот расписываешь. Сейчас я поем вот это, а еще я хотела утром мороженку, я обязательно съем мороженку. И ты прям вот себе прописываешь, потому что очень короткое время. Ешь, да? Но это не то, что ешь, там невозможно нажраться в это время. Но оно слишком короткое. Да ты так организм так не работает. Невозможно нажраться наперед. Так что я вот сейчас поем, чтобы целый день не хотеть есть. Это так не работает. Ладно. Нужно очень вот грамотно подходить к этому вот времени, когда у тебя есть время на то, чтобы поесть. Ну, потому что еда это реально важно для организма, чтобы нормально функционировать потом в следующий день. Ну, нужно, чтобы были белки, жиры, углеводы. Это без этого никуда. Мне кажется, возможно, стоит даже с диетологом, да, посвящаться. Да, если есть такая возможность. Потому что когда ты ешь целый день, ты можешь в себя закинуть, у тебя есть такая возможность что угодно закинуть. А тут тебе слишком мало времени, чтобы в себя что-то закинуть, и не хочется это тратить на какую-то фигню. Хорошо, окей, это я поняла. Хороший вопрос тоже. В Рамазан, да, нельзя только есть и пить, остальное все разрешается. В Рамадан? Да. После заката и до восхода солнца можно делать, в принципе, все, что угодно. А в светлое время суток нельзя есть, нельзя пить и допускать интимную близость. И сквернословить, по-моему, да? Сквернословить нельзя все остальные 12 месяцев тоже. Ну, вообще, вот эта вот история с запретами как бы больше работает, типа, когда говоришь про Рамадан. Но на самом деле в Рамадан можно делать кучу всего. Можно делать добрые дела, можно больше молиться. Подождите, не отвечайте нам как депутат. Давай-ка все-таки, вот, что нельзя? Нельзя, чтобы в тебя что-то попадало. Типа, если ты принимаешь таблетки, то их нельзя принимать. Но кто-то допускает лекарственные средства в виде уколов. Нельзя жевать жвачку, например. Есть, короче, еще такая... Чтобы уж изо рта пахло, так пахло. Слушай, ты знаешь что? Есть такой хадис, что запах изо рта постящегося человека – это самый лучший запах вообще на земле. Прикол поста в чем? Вот есть же много религиозных практик, которые мусульмане совершают, и они все, в принципе, показные. Недавно в Питере на этой или на прошлой неделе был такой случай, что чувак ехал за рулем, тут у него, короче, намаз, он просто останавливается на проезжей части, не на обочине, а на проезжей части. У него стоит машина, он перед ней постелил коврик и начал молиться. Прикинь, как на все это все среагировали. Неадекватно, я думаю. Ну, конечно, но и его поступок неадекватный. Как бы у тебя там не чайник убегает на плите, есть время, чтобы до следующего намаза, чтобы прочитать этот намаз. Ну, как бы, если у тебя сейчас нет. И вообще, когда ты едешь, не обязательно выходить, можно по направлению движения это совершать. Там есть множество послаблений. Это не так, что ты бросил машину и пошел читать. Но это же делается для того, чтобы показать, насколько ты крутой. К этому я и веду. Ну, а как это вообще портит репутацию ислама в глазах не исламского сообщества? Вот именно, ужасно. Вот к этому я и веду. А пост – это то, что другие вообще не видят. По тебе не видно, держишь ты его или нет. Нет, это же ты что, Аннет Мессень. На работе обязательно. Это я сегодня не иду кушать, я сегодня пощусь. Вот это вопрос тогда к таким мусульманам. Вот весь прикол поста в том, что его, очень трудно делать его, показно вот так. Ну, сейчас в век Инстаграма, конечно, обязательно нужно запилить фоточку с ифтара, даже если ты не держал пост, но потом пошел на коллективный республиканский ифтар. У меня есть такие знакомые, которые не держат пост, но шагаберле, вот бегом, надо сесть, сидеть и сунуть. Я улаклар, я бы. Да.
Да. Мне, знаете, что друзья мусульмане это говорят? Они говорят, ислам идеален, а мусульмане не идеальны. Да, это отличная отговорка. Вот, так что можно делать кучу всего, и нельзя вот совсем немножечко. Вот, про что я хотела сказать. Все начинающие, многие начинающие мусульмане задаются вопросом, и можно найти кучу ответов на этот вопрос в интернете. Можно ли глотать слюну? Ну, а что делать? Выплевывать, что ли? Прикинь, кто-то так думает. Ладно. Слюну нельзя глотать в том случае, если она покидала организм. Хороший ответ. Если там мошка, например. То есть вот так вот, если ты слюну вот так спускаешь, потом... Да. Не считается. Все, ты уже нарушил пост, и нужно будет этот день потом возмещать. А если вот бывает, что говорят, типа если не задумывался, если нечаянно, то не страшно. Бывает так, бывает. У меня, была такая история. Мы дома готовились, аузащу, как это у всех по-разному называется. Разговение, ифтар. Кстати, нас смотрят же люди из Казахстана. В Казахстане иногда говорят не ураза, а ораза или саум. Ораза у них, я вот честно же вижу, что они пишут, готовятся к ораза. Да, это привет, Казахстан. А эту историю вы сможете посмотреть в нашем телеграм-канале. Да, можно пробовать еду, но не глотать. На соль же нужно попробовать. Ты готовишь там на ифтар, на тысячную толпу, как ты не будешь готовить, не пробовать, да, обалдеть. Ладно, почему Рамадан все время в разное время, мы уже поняли, это такой... Да, лунный календарь, потому что... И вот сейчас прошло как раз-таки время, вот эти года, которые вот сейчас прошли, там 4-5 лет, когда выпадало на самое короткое время. На самые короткие ночи. Угу. То есть вот на это время Рамадан вернется через 40 или через 50 лет. Через 30. Всегда будет лайтово, через 30, да. Сейчас, потому что будет зимой. И мы с сестрой недавно посчитали, что в следующий раз, когда будет вот это опять трудное летнее время, нам будет, где-то уже под 60 или под 50, и, возможно, нам уже будет, возможно, нас уже не будет. И вот такие, мы самое тяжелое время прошли. То есть у тебя сестра тоже держит? Да. Угу. А родители? Родители у меня держали, как раз когда я была мелкая, у меня родители держали. А сейчас, поскольку они уже старенькие, им нужно принимать лекарства, сейчас они не держат. Получается, это, возможно, влияние твоей семьи, да? Они показали тебе пример, да? Наоборот, я когда хотела держать в детстве уразу, мне мама говорила, ты что, ты же мелочь, нифига не надо. Мелочи не надо, действительно, возможно, но вот ты имею в виду, что ты видел пример, это откладывается же. Эти картины мира, ты видишь, что во взрослой жизни надо это делать, и вот оно тебе так. Возможно. Да? Угу. Хорошо. Так, много ли мусульман не соблюдает Рамадан? Цифры, мне нужны цифры. 1/3 они соблюдают. Но это как раз-таки к вопросу о том, что не поймешь по человеку, который идет по улице, он может быть там на вид мусульманка там закрытая, да, но при этом не держать. А вопрос вообще, мусульманин ли он, если он не соблюдает? Не выводит ли из ислама, если не соблюдение Рамадана? Можно отплатиться. Если ты отплачиваешься, то пожалуйста. Не оплачивается, не держит. Смотри, есть же 5 столпов. Смотри, у нас же, я о чем хочу сказать, наши родственники, они этнические мусульмане, но они про эти 5 столпов ислама даже, никогда и не соблюдали. Так ведь? Смотри, в Мекку не планируют ехать, да? Считают себя мусульманами. 5 столпов. Есть один самый главный. Это произнести шахаду и искренне верить. Если это есть... Или Аллах, вот это? Договори и станешь мусульманином. Язык не поворачивается. Почему люди не видят, как он выглядит в этот момент? Или в Медину, знаете это, да? Это вообще... Ты знаешь, что выдают справки, чтобы туда поехать? Сидит, и мулла, имам, и такой, к нему приходят и говорят, я хочу поехать в Мекку, мне нужна справка. Он такой, мусульманин. У меня просто знакомый выдавал такие справки. Я говорю, а как ты проверял? Он говорит, это же не проверишь. Кто-то, говорит, беседует. Хоть что-то, чтобы человек знал. Я говорю, мужчин же можно проверить? Снимай штаны. Так и проверяется. То есть, если мужчина, еще вопрос тогда, не по теме, если мужчина снятке утратылган, то получается он мусульманин, а если утратман, то он не мусульманин. Это вопросики. Это опять-таки к 5 столпам. В 5 столпах нет этого нет. Да, этого нет, все понятно. Все но по статистике большинство мусульман это исполняет, эту сунну. Тогда еврей может притвориться? Да. А Адиль собирается это делать? Понятно. Как
соблюдают Рамадан в местах, где не садится солнце? О, классная история. Есть крутая история, это, по-моему, про Питер. Да, когда строили Питер, туда каким-то образом попали мусульмане. Ну, и татары они такие... с самого начала строительства Питера, там, татары коренное население вот. Петербурга. И они такие, блин, белые ночи. И они реально не ели и не пили сутками, потому что они не знали, что делать. Это реальная история есть такая, представляете? И что, Игорь Мсигискин есть? Но потом, наверное, их кто-то просветил, как бы, не знаю, что случилось с этими людьми, но это реальная история. Смотри, когда там... Я знаю ответ, надо соблюдать, ну вот по Мекке можно держать в таких случаях. Есть два варианта, да, либо держать по Мекке, причем по Мекке некоторые особо ушлые мусульмане, которые здесь живут, они такие, мы по Мекке будем следовать, потому что здесь слишком длинный день. Прикинь. Нормально. Да, это один вариант по Мекке, потому что там практически экватор, и у них не меняется длина дня. Второй вариант – это по ближайшему населенному пункту, где садится солнце. Интересная история. В Казани тоже не садится солнце до конца. Вообще на Поволжье не садится солнце до конца в летнее время. Ближайший регион, где солнце прям уходит за горизонт летом, это Астрахань. Поэтому со временами намаза в Татарстане есть такая хрень, когда время очень сильно... Она же... Когда мы переходим с зимы на лето, день прибавляется там по 1, по 2 минутки, а после 21 июня начинает убавляться. И здесь это рассчитывается математически, не по солнцу. И в один из дней время скачет, короче, на 2 часа туда, либо обратно. Потому что мы переходим на астраханское время. Да. Вот, у нас тоже не заходит солнце до конца. Как интересно. Ну, потому что мы достаточно северно находимся. Да. Спасибо, Алсу. Это было очень познавательно. Нам действительно было полезно это узнать, приблизиться к людям, которые держат пост, для понимания, для поддержки чуть-чуть своих. до их да, уровня. конечно. Хотя бы захотеть быть такими же, как они. Вот, спасибо тебе большое. Класс. Супер. Обязательно перешлите это видео друзьям, которые готовятся к Рамадану. Может быть, у них это первый пост будет в их жизни. Не пост в соцсетях, А наконец-то уже пост. Так, пост. Да. Перешлите тем, кто уже давно в этой теме. Пусть они с нами, может быть, поспорят где-то. В общем, помогайте нам. Мы продвигать вас, наши мы вас видео. Очень призываем к этому. Лайк, подписка. Вроде бы кажется, что это все уже понятно, но мы повторяем из ряда, из видео в видео, потому что это очень важно для продвижения татарского, тюркского контента в Ютубе. Да, а чем больше будет подписчиков, лайков и комментариев, у нас будет больше, как называется это? Мотивации. И возможностей. И обязательно появится больше возможностей, а самая главная возможность, и мы, конечно, делаем это для души, но финансовая помощь нам тоже очень нужна. А помочь нам очень просто. Нужно просто зайти на patreon.com. Ссылка будет в описании. Вы проходите на этот сайт, там все очень понятно. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы вы могли быть причастными к этому нашему великому делу. Да, мы будем вместе пилить крутой контент. Кроме того, вы не просто там отдали денежку и забыли. Там куча интересных, классных штук. Взамен, Я вот тоже, доначу на Патреоне, и я состою в разговорном клубе татарском. И мы раз в неделю созваниваемся с Айнуром, с Лейлой и со всеми нашими подписчиками на Патреоне. И очень круто проводим время. У нас есть отдельный телеграм-канал, где мы обсуждаем какие-то последние татарские новости. А еще патроны предлагают темы. И тот самый казахский ролик с клипами кто предложил? Наш патрон. Да, и представляете, вот если бы не он, где бы мы были сейчас? Поэтому мы всегда от души благодарим каждого, кто является нашим патроном. Камиля. Поэтому присоединяйтесь. Мы забыли, еще Лейсян у нас есть. Лейсян очень крутая. Мы всех наших патронов по именам знаем и очень сильно любим.